Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews Ичкерия News. В эфире вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Недавно была опубликована новая статья министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Инала Шерипа на сайте Hudson Institute, одного из самых влиятельных аналитических центров США, играющего важную роль в формировании внешнеполитической повестки республиканской партии. Публикации этого института внимательно читают дипломаты, эксперты, правительства и ведущие мировые медиа. Статья министра посвящена глубокой и системной проблеме, историческому и современному использованию ислама как инструмента российской колониальной политики. Автор показывает, что начиная еще с дореволюционной эпохи Российская империя сознательно выстраивала стратегию контроля над мусульманскими регионами через вмешательство в религиозную сферу. Власти стремились не просто ограничить влияние исламских институтов, но и превратить их в инструмент своей администрации, создав искусственные структуры, через которые транслировалась официальная идеология. Независимые духовные лидеры, обладавшие авторитетом общества, подвергались давлению и вытеснялись, а их место занимали управляемые государством муфтии и духовные управления, формально выполнявшие роль посредников между мусульманской общиной и властью. В советский период эта система приобрела еще более централизованный характер. Исламские организации были жестко встроены в вертикаль контроля, их деятельность регулировалась спецслужбами, а религиозная жизнь сводилась к формальным ритуалам под надзором государства. Автор показывает преемственность этой модели и в современной России, где ислам вместо того, чтобы оставаться пространством независимой духовности и самобытной идентичности, используется Кремлем как инструмент легитимизации политических решений и подавления инакомыслия. Сегодня этот механизм проявляется особенно отчетливо. Через подконтрольные структуры и карманных религиозных деятелей власть оправдывает военные действия, обосновывает политику насилия и удерживает мусульманские регионы в орбите своего влияния. Таким образом, ислам в руках российской власти оказывается политическим ресурсом, встроенным в систему колониального господства. Важно подчеркнуть, что текст имеет ярко выраженный академический характер, 8 страниц анализа, почти 50 ссылок на источники, строгий научный стиль изложения. Это работа, рассчитанная на профессиональную аудиторию, специалистов в области политологии, истории и международных отношений. Публикация вызвала широкий резонанс в экспертной среде и стала предметом дискуссий среди исследователей. И здесь ключевой момент. Министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия вошел в поле международного экспертного дискурса как его полноценный субъект. Его голос звучит на равных с ведущими мировыми экспертами, и это автоматически поднимает субъектность всего правительства Чеченской Республики Ичкерия. Таким образом, статья в Hudson Institute – это не только научная работа, но и важный дипломатический акт. Она демонстрирует, что Министерство иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия действует на интеллектуальном уровне высшей лиги международных экспертов и способен формировать глобальную дискуссию о колониальной политике России и ее последствиях для мусульманского мира.